Татарский поцелуй. Лукман хикәяләре. Лукман ага Закиров Татарстанның иң өлкән язучысы. Аңа 97 яшь. Минем исемем Алиса, мин интернетта урнаштыру өчен Лукман ага әсәрләрен табам. Рассказ второй. Чем татарский поцелуй отличается от французского? Отрывок из статьи «Поцелуй – дело серьезное». Конечно, горожане привыкли к этим поцелуям. Но вот деревенские, особенно татары, где однополые поцелуи считаются диковинкой, доходили до тошноты, когда на каких-то мероприятиях приходилось невольно целоваться. Мужчины в этих случаях выглядят гомосексуалистами, а женщины – лесбиянками. В татарских деревнях не принято целоваться не только мужчине с мужчиной, но и женщине с женщиной, брату с сестрой, матери с сыном, отцу с дочкой. Эти вещи не запрещены никакими официальными законами, но, видимо, отторгает их как инородное тело сама вековая татарская традиция. Ведь, как нам известно, поцелуй – это преддверие секса. Поэтому нормой считается поцелуй парня с девушкой, мужа с женой и любовника с любовницей. Однако от этих естественных ограничений нисколько не снижаются родственные чувства в татарских семьях. Они настолько прочны и не нуждаются ни в каких лапзаниях и ежедневных клятвах родного сына в любви к матери. Это само собой разумеющиеся вещи, заложенные в генетическом коде организма. Но сила сексуальной энергии настолько велика, это обусловлено природой, чтобы в любых ситуациях не прекращался род человеческий, что в момент лапзания взрослого сына с приятной молодой мамой вполне может разрушаться родственная генетическая стена, и они, забывая обо всем, могут вступить в половой контакт. Таких примеров, оказывается, в мире много. Хотя сейчас во всем мире пытаются оправдать гомосексуализм и лесбиянство, ссылаясь на психофизиологические особенности организма, но трудно поверить этому, ибо человек изначально создан разнополым. Но, на мой взгляд, это просто-напросто половое извращение, истоки которого лежат именно в однополом поцелуе. Доказательством тому являются чисто татарские деревни, где, пожалуй, нет ни одной лесбиянки и ни одного голубого. Если по случайности появится там какой-то заезжий извращенец, то он завтра же повесится от стыда или исчезнет навсегда. Однако бывает и в татарских деревнях импотенты или гермафродиты. О них все знают, но никто их не оскорбляет, потому что эти пороки врожденные. Они тихо, мирно проживают свою жизнь в одиночестве, как монахи, не причиняя вреда никому. Даже мойщик трупа, который явно прикасается к разнополым органам, и он не расскажет об этом никому и унесет эту тайну с собой в могилу.